Ассаламу алейкум, друзья, и мир вам. Чечен Синдром приветствует вас на своем канале. Друзья, сегодня я хотел бы вам рассказать об одном очень интересном и уникальном доме в готическом стиле, напоминающий английский замок, который уместно смотрелся бы где-нибудь в Англии, в каком-нибудь графстве. Но, как ни странно, он находится в городе Грозном, Чеченской Республики. Это здание бывшего Грозненского нефтяного научно-исследовательского института, построенный одной американской строительной компанией в 1920-х годах, по заказу английских нефтепромышленников, возможно компании Shell. Она имела в Грозном крупное представительство, так что схожесть с британской архитектурой здесь не случайна. Здание находится в заводском районе Грозного, по улице Братьев Дубининых. Крепостные братья Дубинины, именем которых названа улица, изобретатели в нефтяной промышленности. Институт въехал в это здание в 1928 году. Нефтяная отрасль в те годы активно развивалась. Наука о переработке нефти тоже переживала свой подъем, поэтому дом отдали ученым. Грозненский нефтяной научно-исследовательский институт является первым в мире по деятельности в области изучения переработки нефти. Институт занимался изучением физико-химического свойства нефтепродуктов, проводил научно-исследовательские работы в области геологии нефти, нефтеразведки, глубокого бурения, по вторичным методам разработки пластов, по газлифту, исследовал нефть и подготовку их к переработке, создавал новые и усовершенствовал существующие методы аппарата переработки, разрабатывал показатели для проектирования новых нефтеперерабатывающих заводов. В 1978 году институт был удостоен ордена Трудового Красного Знамени. До 92% всесоюзного производства стратегических масел, бензина и керосина для космоса, авиации, включая дальнюю, ВПК, производилось в Грозном. Первые космические корабли летали на авиационном топливе, добытом из чеченской нефти, а Ватикан с 1933 года заключил договор на поставки парафиновых свечей именно с Грозного, в силу того, что только грозненский парафин соблюдал необходимый температурный режим в храмах, иначе фрески великих мастеров Возрождения подверглись бы уничтожению. Также, первый полиэтилен в СССР был выпущен в городе Грозном, и произошло это знаменательное событие в 1962 году. На Грозненском химическом заводе. Продукция Грозненского химзавода в свое время пользовалась большим спросом, и вывозилась не только во все промышленные центры страны, но и за границу. В 1977 году британцы в Чечне установили самую мощную в Европе крекинг-установку – ЛОАВТ. Правда, произошел небольшой казус. Британцы спросили, когда увидим Грозный. Получив ответ, что это и есть Грозный, были удивлены. Им казалось, что, с их слов, центр мировой нефтехимии выглядит как Хьюстон, города Техаса с небоскребами. А Грозный того времени имел много деревянных построек и в самом центре. Ну ладно, вернемся к нашему замку. Научный институт был разрушен во время Второй Чеченской войны, а всю первую кампанию он работал в полную силу. Сейчас территория института, с 10 гектарами земли заброшена, и по словам местных жителей, очень напоминает послевоенный Грозный. Трехэтажное здание с зубчатыми стенами, украшенное башенкой и минаретом, не потеряло своего очарования, несмотря на зияющие дыры от бомб. Наоборот, оно как магнит притягивает фотографов, студентов архитектурного факультета, дизайнеров, кинорежиссеров, любителей старины и антиквариата. Людям оно нравится по двум причинам. Во-первых, необычная архитектура. А во-вторых, для старых грозненцев это место, куда можно прийти и побыть немного, пусть в разрушенном, но прежнем Грозном. Город сейчас восстановлен, все вокруг новое, чистое. Когда ты приходишь туда, ты окунаешься в определенную атмосферу. Поэтому замок с вековой историей – это важная достопримечательность, уникальный памятник архитектуры. Зайдя в здание, в коридорах сразу бросаются в глаза
величественные арочные своды потолков. Слева и справа по коридору располагаются бывшие лаборатории, в которых изучались физико-химические свойства нефти. Даже и сейчас, в одном из помещений, стоит какое-то оборудование. В покосившихся шкафах до сих пор сохранились всякие баночки с химическими веществами, стеклянные колбочки, трубочки, мензурки и так далее. На полу разбросаны тетради, газеты и журналы, которые датированы от 70-х годов и позже. Еще есть разные членские книжки с именами и фамилиями, взорванный сейф, бобины кинопленки, часы, на которых остановилось время, но еще много чего интересного. Поднявшись на верхние этажи, оказываешься под открытым небом. Весной пол покрывается ярко-зеленым мхом. В композиции есть элемент, напоминающий минарет в том виде, в каком их строили традиционно на территории Чечни. Этот элемент был добавлен специально, но выполнял роль пожарной каланчи, поскольку рядом были пожароопасные объекты. В то время здание было самым высоким в Грозном, и там находился постоянный пожарный пост, на котором дежурный наблюдал за всем городом. В 2014 году здание привлекло съемочную группу, снимавшую в этих декорациях фильм о войне. Ради красочных кадров на фоне горящего здания и клубов черного дыма, в здание занесли автомобильные покрышки и подожгли их. Деревянные рамы, сохранившиеся с тех времен, украшавшие дом и любимые фотографами, сгорели, а стены внутри покрылись сажей. Говорят, что территория здания охраняется, но непонятно, куда смотрела охрана, когда подожгли здание. И вообще, зачем нужно было сжечь здание, и так уже истерзанное войной, несущее историческую ценность, когда можно было обойтись искусственной декорацией, ну или в крайнем случае компьютерной графикой. Этот вандализм возмутил грозненцев. В соцсетях стали не только обсуждать последствия съемок, но и спорить о дальнейшей судьбе здания. После этих действий, руководство региона обратило внимание на здание, и его решили сохранить. Со слов директора института, здание не просто сохранят, а будут реконструировать. Посмотреть на здание приезжал даже глава Чечни Рамзан Кадыров, и он решил, что уникальное место этого заслуживает. Друзья, это не единственное здание в Грозном, построенное иностранцами. Если верить старожилам, все самые красивые здания довоенного Грозного были построены в 1920-х годах англичанами, в том числе и знаменитый Барский дом. Барский дом — это объект культурного наследия в Грозном. На фасаде Барского дома установлена мраморная плита памяти известного борца за права и свободу чеченского и ингушского народов, Дзияудина Мальсагова, который проживал в этом доме с 1957 года по 1994 год. По сегодняшний день там проживает вдова Мальсагова, Валентина Петровна Мальсагова. Дом занимает целый квартал в центре Грозного. Имеет с одной стороны 2, а с другой — 3 этажа. Третий этаж на части здания был достроен в 1930-е годы. Квадратную в плане форму и арочные ворота, ведущие во внутренний дворик. Здание выходит на улицы Грибоедова и Угрюмова, бывшая Дагестанская, и проспекта Путина, бывший проспект Победы, и Эсамбаева, бывший проспект Революции. Сегодня это жилой дом с магазинами и кафе. Барский дом был построен в 1923 году английскими нефтепромышленниками, занимавшимися добычей нефти в Грозном. Первоначально в здании находились конторские помещения и квартиры для специалистов. Позже здесь поселились семьи советской партийной элиты. Здание пострадало в ходе Первой Чеченской войны и было почти полностью разрушено во время Второй. В 2006 году мэрией Грозного здание было полностью восстановлено. Среди старых грозненцев до сих пор гуляет байка о том, как в трудные и тяжелые годы Великой Отечественной войны во двор этого дома регулярно приезжала полуторка с продуктами обкомовского пайка, с доставкой на дом, и это в то время, когда обычный люд стоял в очередях за продуктами по карточкам. Принято считать,
что именно в эти годы это сооружение получило свое нынешнее название. Остается добавить, что здание является достопримечательностью города не только как одно из немногих старинных сооружений города Грозного, которое пережило 2 военные кампании и сохранилось, но и как памятник архитектуры. Даже измененный в ходе реконструкции и облицованный разноцветным тонким кирпичом, дом радует глаз, изящно с скругленными углами и арочными сводами в готическом стиле. В 2013 году Комитетом правительства Чеченской Республики по туризму дом был включен в туристско-экскурсионный маршрут «Городская прогулка» по достопримечательностям Грозного. В том же году здание посмотрели 35 тысяч туристов. Друзья, далее я хотел бы вам рассказать о здании Грозненского завода «Трансмаш», которое тоже построено англичанами. История завода начинается с 1914 года, когда над фасадом закрытой Ананьевской школы появилась вывеска «Котельно-механический завод акционерного общества БУР». Завод был оснащен 2 ручными вальцами, 1 ручным прессом и 1 ручными ножницами, и 5 рейками для клепки труб. Число работников – около 100 человек. Основная продукция – емкости и клепанные трубы для нефтяной промышленности. В 1918 году на базе завода была организована оружейно-пулеметная мастерская, которая занималась изготовлением деталей для блиндажей, под огневые пулеметные точки частей к бронепоездам, участвовавшим в борьбе за власть Советов. В 1920 году бывшие рабочие завода БУР организовали трудовую артель котельщиков. В 1925 году при Кустарно-промысловом союзе был учрежден завод промысловой артели «Красная Кувалда». На заводе и производились цистерны, баки емкостью до 25 кубов, мелкую нефтеаппаратуру, точное литье, скобяные изделия, кровати и паровые котлы, гвозди и проволоку. Постановлением Совета министров РСФСР 5 августа 1954 года завод «Красная Кувалда» был передан в ведение Росглавтопмаш, Министерства топливной промышленности РСФСР, и переименован в Грозненский завод транспортного машиностроения. Приказом Министерства автомобильной промышленности СССР завод «Трансмаш» был передан в ведение данного министерства. Основной продукцией завода стали тракторные сельскохозяйственные прицепы и водонапорные башни системы Рожновского. С 1968 года началась генеральная реконструкция завода. Построены главный производственный и административно-бытовой корпуса, котельная, гараж, участок товаров культурно-бытового назначения, участок нестандартного оборудования, зарядная станция и другие производственные участки. В производственных цехах было установлено современное на тот период времени оборудование. Во времена известных событий производственная база предприятия была частично разрушена. Со слов сторожа завода, в 2015 году приезжала одна женщина из Германии. Эту женщину звали Барбара. Она решила совершить путешествие по следам своих предков. Ее дедушка в начале 20 века жил и работал в России. В частности, некоторое время в Грозном. Он был инженером, и его работа была связана с электростанцией фирмы «Шпис», которая располагалась на участке Бахметьево, как раз на территории нынешнего завода «Трансмаш». Барбара приехала в Грозный. Несколько дней она пробыла в городе и побывала на территории той самой электростанции. Барбара решила проделать этот путь и побывать в местах, которые были связаны с прошлым ее родственников. На окраинах Грозного есть много улиц без названия, а сами кварталы, где они расположены, называются просто участками. 12-й участок, 30-й, 49-й, 56-й. Некоторые дома на этих улицах без названия, в народе называют английскими. По структуре и стилю они сильно отличаются от традиционных местных построек, так называемых турлучных домов, из деревянного каркаса и глины. Английские дома были из чистого кирпича, с высокими крутыми крышами. Специалисты говорят,
что построены они были очень грамотно и добросовестно. Чувствовался какой-то специфический стиль не только в планировке, но и в самом расположении домов. В Октябрьском районе, например, они были поставлены с юга на восток, с учетом розы ветров Грозного. С годами люди привносили в эти особняки что-то свое, что-то достраивали. Места эти можно было бы назвать историческими, но мало кто знает их настоящую историю. Долгие годы английские дома оставались загадкой. В советский период о них почти ничего не писали. Идеологические рамки тех времен не позволяли ученым объективно исследовать и сам период, когда они строились, когда английские дома возводились, а это приблизительно конец XIX и начало XX веков. Грозный считался вторым после Баку нефтедобывающим центром России. Например, в Старопромысловском районе Грозного тоже были такие постройки. Некоторые из них в народе называли Нобелевскими домами, в честь Альфреда Нобеля, также вкладывавшего капитал в разработку грозненских нефтяных месторождений. Всего же разработкой месторождений нефти в Грозном и его окрестностях в начале века занималось 13 фирм, такие как Oil, Shell и другие. Среди них и те же братья Нобели. Но объемы английского капитала в российской нефтяной отрасли тех лет, по оценке экспертов, были самыми большими. В преддверии Первой мировой войны братья Нобель построили в Грозном также завод по производству толуола, взрывчатого вещества, вырабатываемого из нефтепродуктов. Здесь же, в Грозном, ими также производились мины. Так что, вполне серьезно, и не без основания, можно утверждать, что существенную долю Нобелевской премии составили деньги, заработанные на грозненской и бакинской нефти и взрывчатке из Грозного. Примечательно, что следы пребывания братьев Нобель сохранились даже в топонимике Чечни. Так, в ней сохранилось название дороги – Нобелнех, Нобеля дорога. Дорога, которая тянется от Бамута до Датыха и дальше к местечку Химишка-Боса, как утверждают краеведы, так названа потому, что по ней когда-то проезжал инженер Нобель. А в витринах Национального музея в Грозном можно увидеть акции иностранных нефтяных компаний и документы международных синдикатов начала прошлого века. Все рухнуло в одночасье в 1917-м. Среди миллионов бегущих из России от большевиков оказались и нефтяные короли Нобели. В период гражданской войны нефтепромышленность пришла в упадок. Новогрозненские промыслы были сожжены дотла. Страшному разорению подверглись старогрозненские промыслы. Видя нестабильность в стране, английские, бельгийские, французские фирмы свернули свое производство с вывозом дорогостоящего оборудования. Нефтяные промыслы Баку и Грозного еще некоторое время переходили из рук в руки. Ими попеременно владели местные большевики, меньшевики, националисты и другие. Ко времени национализации нефтяной промышленности в 1918 году в заводском районе Грозного было много мелких заводов. Кроме завода братьев Нобелей, существовали предприятия Пурбе, русского стандарта, Shell и другие. Их переименовывали по нескольку раз, объединяли и разъединяли вновь. ГНПЗ имени Владимира Ильича Ленина образовался путем их слияния в январе 1932 года. Тем и закончилась чеченская часть истории империи братьев Нобель. После революции большевики национализировали все имущество иностранцев в России, в том числе и в Грозном. Но чуть позже, в период НЭПа, с 1921 по 1926 год, для восстановления индустрии после гражданской войны, большевики вновь допустили в Россию капиталистические элементы. В то время в Чечне, по сведениям историков, работали американцы, голландцы, немцы, англичане. Приехавшие специалисты, полагая, по-видимому, что это надолго, попутно начали строительство домов на центральных улицах Грозного. До перестройки статьи о том периоде чеченской истории публиковались, но иностранные нефтяные компании в этих исследованиях выставлялись грабителями и беспощадными эксплуататорами, которые, пользуясь слабостью России, пытались подчинить ее экономически,
а затем и политически. Тогда это считалось грабежом и прочее, а сейчас это называется инвестированием, развитием края. И хотя английские дома – это самые очевидные следы британского присутствия в Чечне, они отнюдь не единственные. Есть молва о том, что у некоторых жителей Грозного до сих пор хранятся старые английские деньги в виде семейной реликвии с того времени, когда их предки продавали англичанам нефтеносные участки от фамильных наделов. Во время сталинской депортации в феврале 1944 года, люди второпях закапывали все самое ценное во дворах, надеясь когда-нибудь вернуться. Вот таким образом, гласит молва, эти старые английские деньги сохранились. Но есть один, еще более глубокий английский след, о котором упоминает британский эксперт по Кавказу Томас Девайль. Если вы поговорите с чеченскими стариками, вспоминает он, то они вам расскажут, что английский король будет 7 лет править Чечней. Это поверье, как утверждают чеченские историки, возникло примерно 150 лет назад, когда чеченцы и британцы воевали с Россией на разных фронтах, на Кавказе и в Крыму. Тогда почти одновременно шли две войны. Крымская и Кавказская. Правда, Крымская война закончилась раньше. Россия потерпела поражение в Крымской войне и вынуждена была идти на уступки. Во время переговоров по заключению мира поднимался и вопрос о предоставлении Кавказу автономии, но Россия категорически отвергла это предложение. А на этом все, друзья. С вами был Чечен Синдром. Если вам понравилось, не забываем про лайк. Всем мира и добра и до новых встреч.